Ассаламу алейкум, дорогие друзья! Я приветствую вас в эфире телеканала Грозный. Это новое шоу «Добрый вечер, Грозный». Мы снимаем нашу программу в Грозном, вещаем в Грозном. Наш оператор хотел бы жить в Грозном, и Иван тоже Грозный. Но если серьезно, дорогие друзья, то это действительно новое шоу на нашем любимом телеканале, в эфире которого мы будем приглашать в нашу студию известных людей, артистов, публичных и просто интересных личностей и с ними обсуждать актуальные события. Кстати, об актуальных событиях. Совсем скоро, в марте этого года в Грозном пройдет фестиваль Черемши. И абсолютно серьезно, об этом сообщает Министерство туризма Чеченской Республики. Место проведения фестиваля не уточняется, потому что, как полагают организаторы, люди сами найдут, где он проходит. Люди сами все поймут. Вы чувствуете этот аромат, да? Также организаторы обещают, что в течение недели после фестиваля все рестораны Грозного будут включать в свое меню блюда из черемши. И для этого даже пригласили специального гостя, всемирно известного повара. У нас есть кадры с подготовок. Что же, желаем Министерству туризма удачного проведения фестиваля, ну а нам удачи на старте нового шоу. Что ж, друзья, давайте приступим. Добрый вечер, Грозный! Дорогие друзья, наверняка, гуляя по вечернему Грозному в последнее время, вы могли заметить в небе яркие лучи софитов. Кто-то мог подумать, что это Бэтмен решил посетить наш город после многочисленных отзывов туристов, или же Абакар Алиев дает очередной концерт с участием лазерного шоу. Но нет. Нет, друзья, событие несколько иное, но не менее грандиозное. С 24 января по 10 февраля в рамках гастрольного тура нашу столицу посетил всемирно известный цирк Шапито Демидовых, организаторы и участники которого сегодня у нас в гостях. Встречаем их! У нас сегодня в гостях директор цирка Демидовых Демидов Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Администратор цирка Демидовых Евдокимова Алена. Здравствуйте. Мотокаскадер Сантьяго. И, конечно же, дрессировщик нашей гости, которого вы наверняка уже заметили, Гаврилиев Ростислав. Ну что ж, Ростислав, думаю, будет очень уместно, если вы представите нашу гостью. Да, это тигрица Магда, звезда всех телеэфиров в разных городах, самая, скажем, такая социальная девочка. Но помимо нее в цирке еще можно будет увидеть еще 7 хищных животных. Во время представления будет 8 здоровых, огромных хищных животных. Из них 4 белых бенгальских тигра, 2 рыжих амурских тигра и 2 африканских льва. Ну, мне кажется, будет уместен первый наш вопрос, который наверняка интересен нашей съемочной группе в первую очередь. Как понять, какое настроение у нашей звезды сегодня? Нужно проанализировать. Сегодня у нее такое двоякое настроение. Не сказал бы, что полностью спокойное, но ей однозначно здесь интересно. А как вообще понять, какое у нее настроение, когда ее лучше не беспокоить? Вам наверняка это известно. Это все интуитивно. Ну, как я не знаю, как родители понимают своих детей, что что-то настроение у ребенка не очень, или где-то нужно конфетку дать, а где-то крикнуть. А сколько лет нашей гости? 5,5 года. 5,5. Такой милый ребенок, да? Ну, сейчас, думаю, Алексей Валерьевич, можете нам немного рассказать про ваш гастрольный тур, какие города были до Грозного, куда вы планируете еще поехать? Планируем после вас поехать в Элисту буквально на 2-3 недельки, да, потом в Дагестан, на Махачкалу, и выходим уже ближе на запад, на Москву, на Питер, то есть там Воронеж, Волгоград, не знаю, там как пока идет это под вопросом. А в Грозном вы в первый раз, да?
Да, естественно, впервые. С коллективом впервые. Я не впервые, так вообще. Город уже посмотрели, как Да, на сам город? очень крутой. Вечерний город. Очень красиво, очень А Магда, мне впечатляет. интересно, выходила на улице Грозного, как на нее реагировали наши жители? Ну, вы с Магдой не гуляли, гуляли с другим, с белой тигрицей, поменьше немножечко прогулку. Ну, естественно, реакция, как и везде. Вот достаточно. помимо выступления Магды, помимо знакомства с ее творчеством, чем еще могут насладиться зрители вашего шоу? Ну, мы больше шоу, чем цирк, правильно вы сказали, да. У нас нету страховки, никаких вообще лонж, никаких, то есть все идет именно прямо вот на экстремальной, да, акцентированной части. Потом мы достаточно как бы держим марку, что не сам танцую, сам пою, сам билеты продаю. Каждой области, допустим, дрессировщик, да, вот он лучший, одна из лучших дрессур, да, на континенте. Если менеджеры, также у нас профессиональные специалисты. Если это билетные кассиры, то тоже специалисты образованные, те, которые, ну, как бы не просто там взяты на работу, вот буквально там где-то как-то быстренько, а высококвалифицированные спецы. Да, замечательно. Ростислав, кстати, раз уж пошла речь о вас, я видел неоднократно Магду вместе с вами в эфире разных телепрограмм. Вот вы помимо Магды еще с кем-то работаете, или Магда, как любая девушка, очень ревнивая такая, не позволяет с другими как-то работать вам? Нет, почему? Больше того скажу, у нас на данный момент 17 хищных животных, есть подрастающее поколение, которое тоже себя очень хорошо рекомендует в плане там каких-то прогулок и посещения, то есть более социальные тигры. Есть вот у нас тигрица Бейба белая, она себя хорошо проявляет в обществе, скажем так. Но просто тут дело в том, что почему зачастую с Магдой мы, да, где-то, Магда очень стабильна, и мы же здесь нужно очень грамотно понимать, когда и кого взять, и проанализировать ситуацию, чтобы уменьшить все различные риски. И поэтому Магда, скажем, больше всего себя проявляет в социуме, скажем так. У нас Магда уже герой очередного телепроекта, она выступает неоднократно уже по городам. Нет такого ощущения, что Магда поймала звезду? Вот, нет такой... Бывает иногда, она бывает зачастую наглеет в работе. Она же у нас, помимо того, что не просто, скажем, такая телезвезда, которая ходит на эфиры и прогуливается по паркам в городе, она же еще работает с общей группой животных, скажем, в основной группе в клетке. То есть у нее и там уже в работе именно она позволяет себе больше каких-то вольностей. Но просто она же чувствует, что к ней какое-то некое повышенное внимание. Не было такого, что в райдере указывает 3 стейка вместо 2, например, когда зазналась уже. Ну, интуитивно я понимаю, когда ей добавить нужно, когда... Хотя нет, вот любовь к ней, она неиссякаемая. Все время как-то думаешь... Но мы очень надеемся, опять же, в частности, наш оператор, что ей действительно тут очень сильно нравится. Пока что, по крайней мере, по ее спокойному поведению мы склонны так думать. Сантьяго, здравствуйте еще раз. Вы мотокаскадер. Вот какой номер вы можете представить, вы представляете в нашем Грозном? Какой номер вы представляете нашей аудитории? Мотокаскадера, канат и колесо смерти. Без страховки работать? Да, без страховки. Не страшно? Да. Ну, да. На самом деле, ребята просто безбашенные. Шлем Хоть снимает она говорит, прямо что- во время шоу «Мертвой петли», да, в шаре. Во Просто вкус уходит, да? берет, снимает шлем, да, хотя я постоянно против того, чтобы Вам зачем... не уже- будет за это доплачивать, да, Ну наверное? да, вот кровь горячая, латиносы, вот они прям в этом плане... Как-то мы отличаются. без внимания оставили нашу гостью. Еще одно, Алена, вот хотелось бы узнать, в чем заключается ваша компетенция, чем вы занимаетесь вот в цирке непосредственно? Это постановка, скажем так, найти гастрольный город, куда мы поедем, подготовить город, найти площадку, запустить рекламу, сделать так, чтобы все в городе, каждый житель города узнал то, что цирк Демидовых приезжает со своими гастролями, и чтобы каждый житель имел возможность сходить. Вот вы сказали, что в Грозном впервые. Как вы пришли к такой идее поехать в Грозно вот, с гастролями? Как зародилась эта идея? Кто был инициатором? Ну,
это как-то само собой получилось. Мы были очень далеко от вас, если честно, порядка 2000 километров. В Татарстане мы были, ну и решили, что Грозный нужно посетить. Это тот город, где мы хотим, чтобы люди узнали, что цирк Демидовых есть, и услышали о нас. Кстати, вот не было таких случаев, что вот Магда была несколько не в настроении, действительно, решила пойти не по сценарию, а поиграться со зрителем. То есть приходилось останавливать выступление? Нет, выступления мы никогда не останавливали. И приходилось отказываться от каких-то эфиров или от каких-то сомнительных мероприятий. Опять же, ну, во благо. Тут же, понимаете, очень тонкая грань, не то, что нападение там животного на человека, это мы категорично никак не можем допустить, то есть это у нас табу такое, все шаги уже продуманы заблаговременно. А еще такой нюанс немаловажный, что нужно не нарушить психику животного, то есть если, допустим, вывести, я не знаю, там в метро зайти и будет проезжать, да, там, вагон метро, тигр испугается от этого звука, от того, что резко появился вагон, ну, и, соответственно, отложится у него в сознание, что там страшно, и в таких случаях бывает, что приходится отказываться от каких-то мероприятий, потому что, ну, понимаю, что есть риск стресса для животного. Вы работаете со многими животными, вот с кем тяжелее работать? Ну, нет, я работаю только со львами и с тиграми, то есть у меня не было опыта там дрессировать там маленьких кошечек, еще кого-то. А может... что я скажу про львов и тигров? Тигры более стабильны, львы менее стабильны. Льву вообще вот так завестись, он вроде может тебе там руку лизать, все, и за полсекунды просто переключиться и уже будет готов тебя убить наповал. С ними нужно всегда осторожно, со львами. В вашем лице им надо видеть, наверное, как вот авторитета, чтобы поддаваться дрессуре. Безусловно. Каким образом вот это проходит? Как вы находите общий язык с ними? Смотрите, когда там маленькая, да, особь, животное, неважно какое, первое знакомство, всегда вы, наверное, тоже, каждый человек сам по себе замечал, что когда знакомится с каким-то животным, даже приходя к другу, там, животное же побаивается человека, то есть не доверяет. Первый момент нужно наладить контакт. Наладить контакт, дать понять животному, что я пришел там с благими намерениями. Ну, очень долговременный процесс, потому что какой-то тигр там сразу же расположен, да, ему там хватит пару кусков мяса. Какому-то тигру он даже у тебя этот кусок мяса там не будет ни из рук, ни из палки брать, и нужно будет сидеть над ним, сидеть там, я не знаю, неделю-две, чтобы он хотя бы привык к твоему образу, к твоему лицу, и постепенно, ну, с каждым животным это индивидуально. Конфликты между тиграми и львами не возникает, там стенка на стенку? Зачастую бывает, тигры конфликтуют у нас, особенно ребята за девочек дерутся, ну, это стандартная схема. Да, но в этом плане тоже мы стараемся каких-то конфликтных отделить, скажем, выпустить какой-то иной, другой вольер, чтобы не усугублять конфликт. Сейчас, наверное, вопрос скорее даже к организаторам. Вот в Грозном, вот шоу именно в Грозном будет отличаться от шоу в других городах? Чем вы можете нового, может быть, порадовать наших гостей? Да нет, у нас стандартная программа, да, мы изначально отличились от всех цирков, да, мы сделали акцент на иностранцах полностью, не частично, у нас все не русские, да, то есть мы рассуждали по принципу, да, в Африку привези африканца, кого ты удивишь, да, ну, то есть как бы более экзотичные артисты, более дальние страны, другие культуры, и ну, тем самым мы немножечко взяли. То есть и как бы, опять же, повторюсь, экстрим мне больше нравится, по моему мнению, на Западе. Он у латиносов, допустим, ну, намного жестче, намного круче. У вас есть какой-то любимый свой номер, может, в вашем репертуаре? Ну, вот конкретно вам, который нравится? Я не могу разделить. Мне все нравится по чуть-чуть, везде лепта вложена своя, и что от шара, что от клетки, что от каната, они все имеют свою какую-то Мне кажется, особенность. Сложившаяся ситуация, любимый номер у нас по-любому может быть только номер с Магдой. Мы благодарим вас за то, что вы посетили нашу студию, рассказали. И, конечно же, благодарим Магду за то, что нам выделила время в своем плотном графике. Надеемся, что увидим вас еще раз в нашем замечательном городе. Спасибо вам большое, а мы продолжаем.
Ну что, друзья, совсем недавно во дворце волейбола имени Ахтаева прошла 10-я юбилейная церемония ежегодной музыкальной премии «Национальная пятерка». В этом году гран-при абсолютно заслуженно взял всеми нами любимый Ильяс Эбиев, народный артист Чеченской Республики, который сегодня у нас в гостях. Встречаем его! Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях народный артист Чеченской Республики Ильяс Эбиев. Машул, Ильяс, мы благодарим вас за то, что вы уделили нам время, почтили нас своим визитом. И, конечно же, от всей души поздравляем вас абсолютно заслуженной наградой. Надеюсь, вы не против, что статуэтка рядом со мной. Я не украду, после записи отдам. Я заберу вечер. Кстати, Ильяс, вот интересно, какая уже по счету эта награда, какая-то статуэтка уже по счету? По счету это самая главная награда для меня, естественно. А так у меня каждый год вот песня года. У вас есть какое-то отдельное место, где вы храните все свои награды, статуэтки? Где вы их храните? Конечно, дома отдельная комната для этого. Музей имени Ильяса Эбиева. Студия у меня, студия. Я напомню нашим телезрителям, что гран-при национальной пятерки в этом году вы получили за песню «Дай махках». У нас есть кадры с вашего выступления. Как мы видим, ваше творчество оценили не только жители нашей республики, далеко за ее пределами. Спасибо. Ильяс, а вот за пределами нашей республики часто вы выступаете? Вот где, например, были в последнее время? В последнее время мы в Москве выступали, недавно было это. За пределами вот нашей республики часто узнают, подходят люди. Вот вы же Ильяс Эбиев, можно с вами сфотографироваться. Да, бывает. Бывает. А вы сами такой общительный человек. Вот как вы на подобное реагируете? Приятно, когда узнают, или наоборот хотите, чтобы у вас если честно, внимание поменьше? Приятно, когда узнают, конечно, приятно. Как создавался вообще этот хит? Это было написано как-то спонтанно или долго, тщательно оттачивалась эта песня? Эту песню, слова написал Хошбавди Бархаджиев, наш поэт известный. Музыку написал Абдул-Азиз Асхабов. Вот они мне предложили, вот, чтобы я спел эту песню. Вот так удачно получилось у нас. Очень удачно. Результат этого творения уже у нас в студии сегодня. Кстати, вот интересно, Ильяс, вот вы активно пользователь социальных сетей? Да, не знаю, вот в курсе вы или нет, то сейчас в интернете очень популярны такие видео, когда за рулем кто-то едет и включена песня в машине. Вот вы что слушаете в машине? Вы слушаете свои песни или кто-то чужой? Я когда новую песню пишу, я свои слушаю, естественно, чтобы выучить слова, надо выучить постоянно свои. Потом, основном я слушаю вот Лепса слушаю, Стаса Михайлова слушаю. А вот Стас Михайлов, помните, недавно приезжал в Колизей со своим сольным концертом. Вот на этот концерт ходили вы? Не успел я туда. А так мы в Москве часто, несколько раз мы вместе были на корпоративах. Стас узнавал вас? Подходил, можно сфотографировать? Я его узнавал. Вы подходили? Да, он потом меня узнал, просто как спел, я потом... Сфотографировались, я надеюсь? Да, сфотографировались. Ильяс, вот возвращаясь к более раннему вашему творчеству, есть одна песня, которая вот мне очень сильно понравилась из вашего репертуара. Она называется «Нох Чиче». Вот фрагмент мы хотели бы прослушать. Кайна ехна, Кайна ехна.
Для наших телезрителей, которые, может быть, не в курсе, вот эти замечательные строчки, 2 строчки исполняет дочка Ильяса Айбеева. Вот, а расскажи, как возникла идея, чтобы вот ваша дочка спела именно эти строчки, именно поучаствовала в создании этой песни? В 2001 году это было, вот, когда я записывал эту песню. 2 дочки у меня маленькие, двойняшки, они спорили, я буду записывать, нет. Давайте порепетируем. Она лучше сказала, поэтому вот, ей тогда было 3 года, 3 маленькая была. Сейчас уже взрослая. Ну, уже в университете учится. Пошла по стопам отца, может быть, творчеством Нет, она занимается? психолог. Психолог? Вы сами, вот ваш путь в творчестве, как начинали? Вот, что или кто вас мотивировал именно начать Я заниматься начинал пением? еще в школе, в 5 классе, с 5 класса. Я играл на балалайке, раньше треугольники, вот, треугольные балалайки были. Вот, на балалайке, на гитаре играл. С детства я люблю музыку, петь люблю. А помимо тех пор. вот наших национальных премий, каких-то всероссийских или международных конкурсах принимали вы участие? Нет, Был опыт? не было такого. Но мы не Принимал сомневаемся, что вот вы, думаю, пожалели просто этих артистов, не сомневаемся, что и там вы добились огромных успехов, которые, в принципе, добились и сейчас. И вот, исходя вот из этого, как вы сами думаете, Ильяс, вот в чем секрет вашего успеха? Или алар хочу, или ол чайна. Сайн хасхиятакца ол, шанахан хасхиячдол, или дуиес. Из ас олит ак успехарю, да эманахарю ас кигичага эдуй. Сун хасхиятар элин, шашин хасхиятар эл, таца ол. Нахан хасхиячдол, нахан диештек, дуи. Ицу оли, вот успех обязательно будет. Немного вот вернемся опять же в прошлое. 2018 год, не так далеко. В России, думаю, вы в курсе, проходил чемпионат мира по футболу. И наша сборная России там также очень хорошо себя проявила. Все очень хвалили. Но во многом дань уважения, заслугу в таком успешном выступлении нашей сборной отдают тренеру, главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. И вот у вас есть что-то общее, не находите? Мы подумали, вот пофантазировать решили, как бы выглядели, к примеру, наши звезды. Возможно, именно в этом заключался бы главный их секрет успеха. Как бы выглядели наши звезды именно с усами. Вот, Николай Басков, Дима Билан. Кстати, неплохо. Очень идет, мне кажется, образ его дополнил бы это. Дальше вот Игорь Верник, часто гость нашей республики также. Вот, Лепс. о котором мы уже говорили, Григорий Лепс. Кстати, тоже неплохо Идут идет, ему, идут. с очками сочетается. Так, уберите, я не знаю, как это фотография вообще. Конечно же, Ильяс, это все шутки. Несомненно, ваши хиты, ваши песни становятся хитами, они затрагивают душу. И, в принципе, вот, мне кажется, ваши песни можно было бы использовать и в несколько других сферах. Вы не пробовали? Вот, чем вообще, вот, если бы не творчество, если бы не пение, если бы не эстрада, чем вы могли бы заняться? Вот? Хотел быть следователем. Следователем? Почему? Не знаю, почему. Артура нравится Конана мне Дойла? профессия. Шерлок Вот. Холмс, может? Вот мне нравится лично вот быть следователем. А почему не пошли? Не получилось. И мне Попробовали, да? больше вот нравилось Пение. петь, да. Вот. Ну, мы получилось. решили, что все-таки вот и показать вам, что получилось бы, если бы ваши песни использовать не только на сцене, на эстраде, но, к примеру, если бы ваши песни были бы саундтреками к трейлерам современных зарубежных фильмов. Пример такого трейлера. Очень даже неплохо, мне кажется, вам стоит попробовать. Ильяс, конечно, вы подарили нам огромный позитив, для нас огромный подарок, что вы посетили нашу программу. Это был первый выпуск нашей программы, и не могли даже рассматривать другого гостя. Для начала, спасибо вам большое, что уделили время. Мы опять же поздравляем вас с этой заслуженной наградой. И еще одним таким подарком для нас было бы, если бы для наших зрителей в завершении нашей программы вы исполнили бы ту самую песню Даймахка.
Да, Эхберг, Ильяс. Ну а мы с вами прощаемся, дорогие друзья. Это была программа «Добрый вечер, Грозный». До новых встреч, друзья. Вонашкина халвалайна, yiğit atsalı selhane, yiğit atsalı selhane. Amma khiri kenti tayna, hal akhiti telkhina, hal akhiti telkhina. İrsadiye başlı diye noş, merşadu vay noxşişa, lama gacah mene gacah, makhaza duday mahka.